Карта убитых дорог и интерактивная карта свалок. И, конечно же, благоустройство городских территорий. А еще множество благотворительных акций. Все эти проекты республиканского ОНФ запущены только год назад, но уже успешно реализуются в Ингушетии. Эти фотографии тому подтверждение. Сегодня активисты Народного фронта с гордостью презентуют студентам колледжа, как меняются населенные пункты республики, благодаря сплоченному труду всех жителей региона, которые активно принимали участие в проектах Народного фронта. В 2017 году по стране было благоустроено более 19 тысяч дворовых территорий, более 2500 общественных территорий. Из них 38 дворовых и 13 общественных территорий благоустроено у нас в республике. Одним из приоритетных направлений деятельности Ингушского регионального отделения ОНФ является охрана окружающей среды. С этой целью создан федеральный портал «Интерактивная карта свалок», на которой можно отметить несанкционированную свалку мусора. Каждое обновление на открытом сетевом ресурсе как тревожная красная кнопка, ведь если не ликвидировать свалки на начальном этапе, они быстро разрастаются. Сознательные граждане, болеющие за регион, могут не только фотографировать места загрязнения, но и помогать очищать территорию. Ингушским активистам ОНФ уже удалось ликвидировать несколько свалок бытового и строительного мусора. Это далеко не единственный проект ОНФ, однако их все объединяет одно, что реализуются они в интернете. Поэтому активисты Народного фронта стараются привлекать активных пользователей соцсетей к своим проектам. Сегодня мы анонсируем свои проекты, которые уже работают. Например, вот есть карта убитых дорог, да? Мы видим, сейчас снег сходит, где-то асфальт со снегом сходит, к сожалению, да? Ямы появляются, и обнаруживая такие ситуации, водители должны просто-напросто знать, что есть сайт ОНФ, куда можно зайти, сфотографировать, занести эту фотографию, отметить эту улицу. И, в принципе, она будет уже знакома, будет в разработке для реконструкции, ну, может, ямочный ремонт, может, вообще, если убитая дорога. Еще один приоритетный проект, который поддерживает Народный фронт – благоустройство городской среды. Согласно задумке, жители республики могут обратиться к активистам ОНФ с предложениями и идеями по благоустройству городских улиц и дворовых территорий. А 18 марта, напоминают активисты, вместе с выборами президента страны состоится финальное голосование за проекты по благоустройству 6 населенных пунктов республики. Магомед Далаков сегодня узнал, что район, в котором он проживает, тоже участвует в голосовании. Проект ОНФ заинтересовал молодого человека. Сегодня была выставка ОНФ в моем регионе, и как мы видим, организация довольно успешно проводит свою работу. Видим, появляются площадки, дороги, как мы видим. Также проводятся донорские акции в пользу региона. Также я буду голосовать 18 марта, чтобы благоустроили тот или иной участок в моем районе. За несколько лет своего существования Общероссийский народный фронт зарекомендовал себя как эффективный общественный контрольный орган. Своей главной задачей активисты считают привлечение в свои ряды молодежи, которые активностью и упорством помогут благоустроить республику. Так что такие фотовыставки планируются не только в колледже, но и в других местах массового скопления молодых людей. Амина Бокова, Адам Далаков, Новости 24.